Добрый день, уважаемые участники ленских встреч. Мы сегодня приветствуем вас с площадки Северо-Восточного федерального университета с точки кипения. Это пространство коллективной работы или, можно даже сказать, центра развития нашего университета. Мы собрались в этом году в необычном режиме, офлайн и онлайн. Также идет трансляция на страничке «Точки кипения». Так что нас смотрят студенты, магистранты Северо-Восточного федерального университета. Проект «Ленские встречи. Геополитика Востока. 21 век» начинался в 2013 году с идеей Михаила Ефимовича Николаева и известного российского журналиста, политолога Виталия Товьевича Третьякова. Также эта идея ленских встреч была поддержана чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики господином Ли Фенлинем. Таким образом, эта встреча получилась такая неформальная площадка политологов, известных деятелей, общественных деятелей и государственных деятелей, в котором обсуждались наиболее актуальные и острые вопросы, происходящее на территории восточных стран и их влияние на нашу Российскую Федерацию. Учитывая ограниченность времени, мы сегодня работаем в течение 1,5-2 часов. Я участников нашей сегодняшней встречи буду представлять по мере нашего разговора. И регламент для основных наших спикеров до 7 минут. Модерировать буду я, Сидоров Олег Гаврилович, я программный координатор ленских встреч, журналист и представитель Северо-Восточного федерального университета, кафедра журналистики. Итак, тема сегодняшнего разговора – геополитический ландшафт постковидного мира. Нам всем предстоит понять и принять, что потеряли и что обрели в этот ковидный год. Очень сложный и в какой-то степени в чем-то и тяжелый. Каковы итоги года и перспективы? Что станет с глобальным миром, с глобализмом? И как влияет самоизоляция на общество, на развитие экономики и разных других направлений нашей жизни? Таким образом, сегодня мы хотим представить ваши точки зрения, обменяться мнениями. Мы признательны за участие в сегодняшнем нашем разговоре заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергея Васильевича Местникова. И я думаю, что Сергей Васильевич откроет нашу встречу. Сергей Васильевич, уважаемый, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые участники шестых ленских чтений. Позвольте поприветствовать вас от имени правительства Республики Саха-Якутия. Для нашей республики, как вы знаете, одним из приоритетов государственной политики традиционно является международное сотрудничество. И эти приоритеты, исходя из общей концепции внешней политики России, а также имеют под собой цель развития социально-экономического потенциала республики. Для нас неукоснительным принципом остается соблюдение принципа координирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в соответствии с концепцией международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей республики. Приоритетными странами для республики в Азиатско-Тихоокеанском регионе являются Китайская Народная Республика, Республика Корея, Япония. Республика проводит активную работу по анализу и поиску перспективных направлений взаимодействия и сотрудничества по всем отраслям экономики, культуры и спорта. Признавая, что провинция Хэйлунцзян является основным регионом для активизации сотрудничества Китайской Народной Республики с регионами Дальнего Востока России, республика продолжает работу по установлению взаимовыгодного сотрудничества с другими провинциями Китайской Народной Республики с учетом взаимных возможностей. В этом году мы планируем подписать соглашение между Республикой Саха-Якутия и провинцией Кёнсан-Пукто, Республика Корея, которая позволит вывести на новый уровень корейское направление международных связей республики. На меня выходят, и мы постоянно находимся в связи с нашими коллегами из Республики Корея, в частности с
сообществом Корус мы общаемся и с надеждой ждем на открытие наших границ для того, чтобы возобновить наши связи. Мы имеем уже определенные планы, перспективы на сотрудничество. Есть конкретные проекты в сфере поддержки культуры, в сфере сельского хозяйства. И как только будет возможным, мы возобновим эту работу. Уважаемые коллеги, с учетом положительного опыта сотрудничества с компаниями Японии в области сельского хозяйства и энергетики продолжается работа по дальнейшему привлечению японских компаний в инвестиционные проекты, которые реализуются на территории нашей республики. Несомненно, пандемия коронавирусной инфекции внесла значительные коррективы в нашу привычную жизнь, но, как показала практика, она не стала причиной для приостановки нашего сотрудничества. Благодаря развитию информационных технологий связи с зарубежными странами не останавливались. Ряд международных мероприятий прошли в онлайн-формате, в том числе заседания Всемирного совета, Всемирной организации городов и местных властей, второй Северный форум по устойчивому развитию, онлайн-сессия Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии, и другие мероприятия. И благодаря этим технологиям мы расширяем круг участников. Это, несомненно, является одним из преимуществ онлайн-дискуссий. В такой тяжелый период особую важность приобретает взаимодействие в сфере здравоохранения. С начала эпидемии мы ведем работу по получению гуманитарной помощи от наших китайских партнеров. Неоценимый вклад в борьбу с распространением инфекции в республике внесла гуманитарная помощь, полученная от наших партнеров и побратимых из разных городов и провинций Китая в размере 187 тысяч единиц индивидуальных средств защиты. От имени правительства республики выражаю огромную признательность за оказанную помощь и поддержку в такое нелегкое для всех стран время. Несмотря на имеющиеся объективные ограничения, мы должны искать новые подходы для активизации наших отношений международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей с нашими партнерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Это прежде всего важно для восстановления экономики наших регионов и вывода взаимодействия на новый уровень развития. Благодарю за внимание и желаю всем участникам ленских чтений плодотворной дискуссии. Спасибо. Спасибо, Сергей Васильевич. А вот Сергей Васильевич как раз, мне кажется, подчеркнул очень важную итог этого года – взаимодействие и сотрудничество. То есть год все-таки, несмотря на свою сложность, он не оттолкнул, а наоборот, в каких-то моментах республика нашла возможность найти общие, так сказать, площадки для обсуждения и для развития сотрудничества. Но все-таки, мне кажется, одним из интеллектуальных центров вот нашей республики это Северо-Восточный федеральный университет, который новые идеи выдвигает, обсуждает. В этом смысле, мне кажется, роль университетов именно в эти годы такие сложные возрастает. Поэтому я хочу дать слово руководителю нашего университета, ректору Северо-Восточного федерального университета Анатолию Николаевичу Николаеву, доктору биологических наук, профессору. Пожалуйста, Анатолий Николаевич. Спасибо, уважаемый Михаил Ефимович, Сергей Васильевич, Андрей Вадимович, уважаемые коллеги, друзья. Ну, конечно, тема сегодняшней нашей встречи довольно-таки необычная, да, потому что сама ситуация вот ковидная заставляет нас говорить о данной тематике. Ну, в принципе, если взять вот год, проведенный, можно сказать, до ковида, да, и целый год во время вот этой данной эпидемии, да, и потихоньку мы уже со следующей недели уже в традиционном виде будем выводить наших студентов на традиционный формат обучения. Если взять, взять и проанализировать вот этот год для, ну, в частности, для нашего университета был достаточно необычным. Да. С одной стороны, не только мы, да, но и многие университеты взяли и проверили в этой стрессовой ситуации свои возможности. В первую очередь, ну, можно сказать, даже многими приказами, распоряжениями и так далее, да, если даже 100 приказов сделать, да, буквально за один день не только наш, да, но и многие университеты перешли на дистанционный формат обучения. Да, это заставило нас очень вот так поволноваться, да, и в первую очередь не просто
сделать приказ и перейти. А самое главное, мы сами себя, ну, в условиях ограничений, в условиях вот таких, как можно сказать, психологического давления, да, и так далее, проверить свои возможности. В первую очередь, возможности кадровые. Успеют ли вот кадры буквально за один день перейти вот на новый формат, да, смогут ли они освоить новые технологии и так далее, да, смогут ли студенты ответить тем же вот нашим занятиям, да, не будет ли вот таких конфликтных ситуаций, во-первых, да, потому что все-таки мы университет не совсем маленький, да, если взять то, что у нас обучается более 19 тысяч человек, это заставляет нас подумать об этих процессах достаточно серьезно. А педагогических кадров это где-то более 1500 человек. И в целом управлять университетом вот таких ситуаций ограничений было достаточно, ну, такое, можно сказать, волнительно. И в этом плане очень рад тому, что мы вузы тоже между собой, вот вузы-партнеры консолидировались, да, и получается мы обменивались буквально каждый месяц, чуть ли каждые 2 недели у нас проводились какие-то вот эти разговоры, совещания и так далее, да, мы обменивались лучшими практиками. Ну, это как-то не совсем правильный термин, да, быстрая реакция на те или иные, можно сказать, вопросы и так далее, и так далее. Но наш университет был одним из вот таких, наверное, в силу географического положения новаторов и так далее, принятия решений, потому что пока Москва просыпается, у нас уже вечер. Да, тем более у нас филиал находится на Чукотке, а там еще, кроме Якутска, там уже 3 часа еще раньше там наш филиал просыпается, да, и уже были иногда такие моменты, да, что мы должны были быстро принимать решения, да, и к вечеру получать подтверждение у нашего же курирующего министерства, да, и мы понимали, что мы реагируем командой достаточно правильно, да, и принимаем достаточно правильные решения. Конечно, для нас, для всех, для университета было необычно. Далее, вот ковидный период, да, это, ну, если взять чисто болезнь, это, конечно же, страшная болезнь, да, и это заставило не только в образовательной части, да, но и всему коллективу мобилизоваться, да, особенно я благодарен студентам-волонтерам, особенно студентам-медикам, да, это начиная студенты, магистранты, ординаторы и так далее, которые, не побоявшись, да, пошли на борьбу с этой коварной болезнью. Более 1200 наших студентов пошли и в красные зоны в виде врачей первой категории, второй категории, в виде врачей скорой помощи, в виде волонтеров, не только там, а остальные, то именно не врачи, да, они обеспечивали вот доставку продуктов, медикаментов и так далее. Мы даже внутри университета, внутри себя, когда мы сделали ограничения внутри наших общежитий, доставкой занимался колл-центр нашего внутренний колл-центр нашего университета. То есть мы увидели, что все-таки мы не только учим, но и воспитываем очень хорошие личности, готовых, если в трудный момент, прийти на помощь ближнему. И получается, что все-таки в ситуации стресса студенты достаточно хорошо патриотически настроены, да, и готовы встать на борьбу с любыми трудностями. Далее, если отойти от волонтеров, еще один хотел бы отметить, да, я бы хотел отметить не только волонтеров, медиков, именно это граждан Российской Федерации, да, были моменты, когда студенты, медики из иностранных государств хотели пойти в красные зоны и так далее, помогать. Но мы в силу того, что мы не имеем возможности вот, граждан иностранных государств подвергать опасности, да, нет никаких юридических моментов, мы их даже переостанавливали, да, потом вот, мы просто запрещали идти вот врачами и так далее. Но они все-таки все равно нашли возможность включиться в волонтерское движение. То есть роль университетов, не только нашего, да, но и других университетов, где вот такие направления развивались, достаточно высокая. Следующий вот такой момент, который обнажил именно работа в стрессовой ситуации, это, конечно же, обеспечение, ну, цифровое обеспечение всего большого макрорегиона. Например, в городе Якутск тут проблем нет. Да? Если, например, взять наш университет,
самый первый день я, конечно же, страшно волновался, да, ну, внешний вид не подавал, да, но когда вечером я спросил у проректора, который по цифровому развитию, да, Петра Петровича, да, ну, как у нас система выдержала, нет, ну, в первый день буквально более 260 посещений нашего сайта, 1000 посещений. Да, и когда сказали, система выдерживает, да, то я уже успокоился, сказал, ну, все нормально, значит, мы будем работать в достаточно хорошем ритме. В пиковые моменты, когда проходили экзамены и так далее, и доходило до 460 тысяч посещений в сутки. Это достаточно для одного университета, достаточно большое количество посещений. Сейчас очень рад тому, что где-то достаточно большой процент населения подключен к высокоскоростному интернету. Ну, это благодаря партнерству наших властей, да, региональных властей, да, большими компаниями, это как Ростелеком, МТС, еще какие-то там, те, кто вот протягивали ВОЛС по территории Якутии. Но вот этот момент обнажил, вот этот период обнажил еще очень большие проблемы именно в арктической зоне нашей страны. Именно то, что дальние поселки до сих пор не обеспечены вот, высокоскоростным интернетом, да, и нам приходилось работать с нашими студентами, да, через администрацию поселков. Да, или, ну, вот, получается, вот есть вот такие маленькие издержки, но во время вот этого периода мы много раз разговаривали с теми людьми, кто, с тем же Ростелекомом и так далее, какие возможности МТСом, какие возможности будут, чтобы обеспечить полностью территорию. Да, они сказали, планы до 2024 года обеспечить почти полностью территорию Якутии, достаточно большая территория, обеспечить хорошим интернетом. И, конечно же, если вот это произойдет, да, то не только для нас, для федерального университета, да, но и для всей системы и обучения, и науки, да, и вообще в целом социально-экономической ситуации, да, я думаю, будет какой-то бум. Мы в Якутии отмечаем, что по IT-направлениям достаточно, вот в последнее время достаточно высокий бум. У нас есть IT-парк, у нас есть большие команды, которые стали единорогами, да, с миллиардными оборотами, и которые входят в десятку лучших компаний и так далее вот в IT-сфере. Сейчас очень большая востребованность кадров, да, увеличение кадров и так далее. И, конечно же, сейчас, после того, как мы перешли вот в это, ну, ковидное, ну, озеро, не озеро, или перешли вот эту реку Рубикон, как это правильно назвать, да, мы уже обратно не вернемся. Я еще до ковида, вот в 2019 году, когда меня назначили ректором, да, еще тогда вот у нас августовское совещание актива, да, там уже говорил, что мы все равно будем переходить к новым технологиям, цифровым технологиям, да, но полностью в цифру не уйдем, но где-то до 20% наших лекционных занятий и так далее мы будем готовить вот к новым форматам. И потихоньку, ну, еще и до меня мы начали вот такую цифровизацию или там перевод наших программ в цифровую сферу. Да, и как раз более 22 тысяч, если не больше, наших занятий, да, наших предметов уже включено вот в цифровую систему нашего университета. Вот это позволило буквально менее чем за сутки перейти вот на этот формат. Обратно, вот даже вот когда весь ковид будет побежден, мы все равно будем переходить на новые технологии. Сейчас очень важно говорить гибридные технологии, да, и так далее, и так далее. И хочу отметить, что, может быть, мы шли бы к этому медленнее, да, но университеты консолидировались. Сейчас очень много мы стали между собой общаться, чтобы перейти к каким-то сетевым взаимодействиям, да, открывать сетевые вот, образовательные программы, внедрять новые какие-то гибридные технологии и так далее. Вот как раз мы проводили на той неделе форум, да, и как раз одна из сторон была цифровизация и даже постковидная цифровизация, то есть как бы подходит, да, и приезжали первые лица компаний, которые предлагали именно переходить вот на их формат и так далее, и так далее. Ну, наверное, у меня лимит завершается, да, и, конечно, мы после того, как ковид будет побежден, мы все равно не вернемся вот к той прошлой, можно сказать, жизни, да,
и будем развиваться, трансформироваться, да. И еще хочется отметить, да, что университеты, это мы не только вот такая структура, которая готовит кадры, да, но и мы делаем и научные разработки, являемся и экспертом, аналитическим и так далее, центром, и все это уже новыми глазами и так далее будем смотреть, и в постковидном мире будем работать. Ну, спасибо. Спасибо, Анатолий Николаевич. Но вот вы сказали насчет форума, да, который прошел у нас в Якутске на прошлой неделе. Вот Якутск стал таким центром. Он собрал всех ректоров федеральных университетов России и национальных университетов. Да. Пожалуйста, несколько слов о итогах этого форума. Мне кажется, это очень важно сегодня нам услышать. Ну, самый главный итог, что во время форума мы решили, что через год подобный форум еще раз проведем. Ну, это, конечно, шутка. Самое главное, что мы показали форум, вот, формат форума. Формат форума у нас проходил совсем по-другому, да, вот в Якутии, ну, многие отмечают, что в Якутии подобный форум в таком формате проводится вот, ну, таким размахом, может быть, когда впервые, ну, я хвалиться не буду, да, но формат такого, что кто-то заказные доклады там с презентациями и так далее, вот такого не было, да, вот как мы сейчас разговариваем, да, вот модераторы и так далее просто очень хорошо управляли, да, и формат форума был очень интересен. И, конечно же, вот в этом форуме обсуждались это геостратегическая важность университетов, все это поняли, да, мы даже будем уже начали думать о создании консорциума вузов, не только федеральных, но консорциум вузов, которые определяют политику в геостратегических территориях Российской Федерации, во-первых. Во-вторых, мы обсудили вопрос молодежи, привлечения молодежи именно в науку. Далее, третий большой, ну, сейчас модное слово трек, это молодежная политика, молодежные проекты, трансформация молодежи, их мировоззрение и так далее. Это на уровне первых лиц, это рост молодежи и так далее. Отдельная там площадка была, департамент именно по молодежи, это нашего министерства, министры, которые курируют именно молодежь нашей республики, так полностью в виде спикеров и так далее, модераторов, они полностью выступали. И, конечно же, вот цифра. Цифра там и в широком плане была представлена. Это не просто там цифровая экономика, IT-кадры и так далее, но и анализ больших данных, искусственный интеллект. Это и гибридные технологии, внедрение технологий именно в сфере образования, науки и так далее. Ну, очень широкий формат был. Ну, так что я думаю, форум удался, да, и в следующем году форум еще раз проведем. Спасибо, Антон.